Самана Хундутанухат. Наверняка многим из вас приходилось слышать фразу «незнание бурятского языка не мешает быть бурятом». Я тоже не раз эту фразу слышал, но так ли это на самом деле? Давайте попробуем разобраться. Конечно, ответ на этот вопрос не лежит на поверхности, но он зашифрован внутри бурятского языка. Давайте для того, чтобы понять, как это выглядит, начнем с того, как буряты говорят о национальности человека. Например, бурятхун, ордхун, ну или хитетхун. То есть в чем отличие от русского языка, где мы просто говорим бурят, русский, китаец? В том, что в бурятском языке для этого используется два слова. Одно из которых слово хун – человек. Чтобы понять смысл этой конструкции, давайте для начала рассмотрим три более простых примера. Например, земной шар по-бурятски будет бумбурсык билхе. Когда мы говорим по-русски, то мы используем одно прилагательное, которое описывает слово шар. Но в бурятском языке мы имеем в данном случае два существительных. Одно из них дылхе, это земля, и бумбурсык, что означает шар. То есть здесь используется такой распространенный в бурятском языке прием, когда одно существительное, находясь в позиции перед другим существительным, придает ему признак своей формы. Таким образом, бумбурсык дулхе буквально можно перевести как земля, имеющая форму шара. Ну и два других примера. Допустим, группа людей по-бурятски будет булгым хунут. Хунут, понятно, это люди, а булгым это группа. То есть булгым хунут буквально можно перевести как люди, имеющие форму группы. Обратите внимание, хотя в русском языке также используем два существительных, просто одно из них, слово людей, использовано в родительном падеже, тем не менее разница по-прежнему существенная. Дело в том, что в словосочетании группа людей основным словом является слово группа. То есть то слово, которое говорит о форме явления. Да? А в бурятском языке основным словом является слово хунут, то есть люди, то есть то слово, которое обозначает не форму, а саму суть явления или предмета. И третий пример. Букет цветов по-бурятски будет багла сысык. То есть сысык это цветы, багла это пучок или букет. Соответственно, багла сысык буквально это цветы, имеющие форму букета. Какие можно сделать выводы по итогам рассмотрения трех этих примеров? Ну, первый вывод глобальный, мировоззренческий. Он говорит о том, что в бурятском мировоззрении любые предметы и явления в первую очередь рассматриваются с точки зрения их содержания, их сути, а не формы, как, например, в русском языке. И второй, такой, будем говорить, технический момент, который говорит о том, что, еще раз, когда два существительных стоят друг за другом, да, то зачастую это используется как инструмент, позволяющий выразить то, что одно существительное, точнее один предмет, имеет форму другого. Теперь давайте с этой точки зрения мы уже сможем разобрать по смыслу словосочетание бурят-хун. Здесь я скажу, что слово бурят, его первое значение, это именно существительное. И в данном случае как раз мы имеем два существительных. То есть хун это человек, буквально бурят-хун можно перевести как человек, имеющий форму бурята. Но, конечно, по смыслу это больше означает человек, имеющий физический облик бурята. Таким образом, словосочетание бурят-хун говорит о внешнем облике человека, но не затрагивает его, скажем так, внутренние личностные характеристики, внутреннее содержание человека. Тогда возникает вопрос, как же можно выразить мысль о
личности человека, о внутреннем содержании личности человека в привязке к национальной самоидентификации. Для этого есть очень хорошее бурятское слово сытьху. Сытьху имеет значение душа, интеллект, психика. То есть как раз оно отражает личностные, внутренние характеристики человека. Таким образом, если мы хотим сказать бурятская душа, да, бурятское внутреннее содержание человека, то мы просто добавляем здесь слово бурят. Здесь оно у нас уже использовано в качестве прилагательного. Соответственно, получается бурят сытьху, то есть бурятская душа. А когда мы хотим сказать человек, обладающий бурятской душой, то мы добавляем здесь окончание «т» и слово «ху». Соответственно, получается бурят сытьхулте ху. И вот это выражение уже говорит о внутреннем содержании человека, о личности человека в привязке к ее национальной самоидентификации. Теперь, понятие личности человека, оно очень тесно связано с понятием речь, поскольку все-таки душа, личность человека, она находит отражение в его речи. И здесь мы встречаемся еще с одним понятием хылте, то есть это хылым, язык или речь. Да? Но когда мы присоединяем окончание т, у нас вот эта буква н выпадает, и мы получаем хылте. То есть хылте буквально означает имеющий язык или имеющий речь. Соответственно, бурят хылте хум, это по смыслу означает человек, владеющий бурятским языком. Итак, как мы говорили, связь между понятием личности, души, внутреннего содержания человека и понятие хлы, она очень тесная. И мы с вами понимаем, что понятие бурят-хум связывается с понятием бурят-сытьхулте через бурят-хулте. Соответственно, личность, идентифицированная со своим народом, не через свою физическую оболочку, а через свое внутреннее содержание, должна владеть родным языком. Конечно, вот это правило о том, что человек, владеющий родным языком, является личностью, идентифицированной со своим народом, оно не всегда является достаточным, но в подавляющем большинстве случаев оно является необходимым. Итак, друзья, мы с вами на примере вот этих несложных языковых конструкций убедились в том, насколько бурятский язык позволяет легко ответить на самые сложные, на первый взгляд, вопросы. Рекомендую всем осваивать бурятский язык. Дахил музытара, байрте.